Наш фестиваль, межрегиональный фестиваль национальных культур «Семицветик» проходит 4-й раз по счету. И этот фестиваль, он проходит с каждым разом поярче, шире, масштабнее. Ну, что хочу сказать, самое главное, этот проект, он самый интересный тем, что здесь выступает на одной сцене, как бы дружной командой, 7 разных национальностей, 7, получается, соседей собираются как бы в одном кругу, танцуют, пляшут, общаются, делятся опытом. Одним словом, они дружат. И инициатором этого проекта является у нас наш министр культуры Константин Геннадьевич Яковлев. Спасибо ему за это, потому что проект на самом деле очень интересен. Наверное, прямо сейчас, в данный момент, слышны песни, игра на музыкальных инструментах, потому что все дружно, в фойе у нас идет такой яркий, красочный, масштабный интерактив, потому что все дружно танцуют, пляшут, поют, общаются. Здесь же у нас организована выставка декоративно-прикладного искусства. Такой Буратино, кстати, у нас получается в России мы там с одним товарищем вдвоем в основном их делаем вручную. Остальные там на станках, а я вот все вручную делаю. То есть ни одной тут станочной операции нет, все вручную сделано. То есть это деревянный мальчик, где-то примерно, ну если очень постараться, 2 штуки за день можно сделать. Ну таких вот маленьких, чуть побольше уже там меньше. Я их делал и большие, и маленькие. У меня жена их раскрашивает, расписывает. Вот этот орнамент называется шочинова. По-марийски значит родная мама, да? Это оберег. Марийский национальный оберег. Самый такой знак сильный должен быть в каждом доме. Вот сейчас мы как бы возобновляем все это, да, перенимаем у старшего поколения и вышиваем вместе с детьми. Причем тут использована старинная марийская вышивка. Видите, кашта называется вот это вот все. Кашта, а как переводится? Кашта, ну дословно это, знаете, даже как сказать, то, куда вешали раньше одежду. Вот эта палка перекладина. Да? Да. Интересно. Вот. А почему так вышивка называется? Вот, ну, кашта. То есть рядами, наверное, да? По-русски это вышивка по счету нитей ткани. А как не участвовать? Все нации здесь, со всех республик, всякие национальности, и мы решили, ну, тоже показать себя. Так, наверное, себя показать, людей повеселить, себя показать, чтобы нас знали. Ну, нас и так знают вообще-то. Мы сами увидим, познакомимся с людьми, которые не видели никогда, и они нас увидели, общались. Очень хорошо, весело.
делегации приехали из Республики Мариэл, Маркизский район, деревня Тагдаморка. У нас есть маленький такой фольклорный коллектив, называется Шимсем Аршаш. Ну, это коллектив создали мы давно, был распад, сейчас вот заново собрали. Маленький коллектив, у нас в основном все пенсионеры, женщины, есть ребята тоже. Собираемся вот в клубе, после сенокоса отдыхаем на поляне. Что там вот во время сенокоса что делали, вот они отдыхают, и это во время отдыха они песню пели раньше, вот это 50-е, 60-е годы, вот те времена, вот старые обычаи вот такое мы показываем, как танцевали, как пели. Мы с Нижегородчины, то бишь сюда приехали. Хотим посмотреть, что у вас здесь происходит, с ребятишками познакомиться, потанцевать, попеть. Душевное, что-то душевное, удовлетворение, солнце, удовлетворение. Приезжаешь, ребятишки, как среди своих просто находишься, действительно, все тебе рады, все ходят, поздоровался со всеми, я не знаю, ну что вот оно мне действительно дает, эстетическое удовольствие. Начинаем церемонию открытия 4-го межрегионального фестиваля национальных культур «Семицветик». Пожалуй, в каждой семье принято на большой праздник собирать всех родственников за одним столом. Кому-то это помогает ощутить всю полноту торжества, другим узнать, как дела у близких. Неважно, в каком городе вы живете, какую религию исповедуете, на каком языке разговариваете. Сколько бы ни было у вас родных, все мы соблюдаем и чтим семейные традиции. Но что, если родных у вас много? Действительно много. И говорят они на разных языках и принадлежат разным культурам. А главное, по какому случаю они захотят собраться. Межрегиональный фестиваль «Семицветик» объединил вековые традиции и культурное богатство в едином хороводе национальных культур, где такие разные народы могут почувствовать себя членами одной огромной семьи. Семьи, имя которой Россия. Лучшие образцы народного творчества принимает солнечная Чувашия. Богат наш край талантливым народом. Здесь мастера и зодчие живут. Здесь песни льются, кружева плетутся. Здесь все, что люди Родиной зовут. Люблю тебя, мой край родной, твои широкие просторы. Здесь небо синь, хлеб золотой, леса и реки и озера. Люблю тебя, мой край родной.
и Государственный академический ансамбль песни и танца. Родная земля духовно питает и вдохновляет. Каждый раз, обращаясь к своим истокам, мы наполняем душу неповторимыми красками народного творчества. Чувашия приветствует участников 4-го межрегионального фестиваля национальных культур «Семицветие». Ансамбль традиционных народных инструментов «Вильял» Янкельского района Чувашской республики, руководитель Алексей Иванов. Народный фольклорный ансамбль «Валентин» Альбинского района Чувашской республики, руководитель Светлана Соколова. Народный удмуртский фольклорный ансамбль «Кузьма» города Можги Удмуртской республики, руководитель Вера Васильева, концертмейстер Николай Кузьмин. Народный фольклорный ансамбль «Гербер» Новообъединского СДК Поволжского района Удмуртской республики, руководитель Ольга Сурчакова, концертмейстер Василий Петров. Народный мордовский фольклорный ансамбль «Умарина» Тетюшского района Республики Татарстан, руководитель Анжелика Корякина. Фольклорный инструментальный ансамбль «Етаган» муниципальной бюджетной организации дополнительного образования Арская детская школа искусств Республики Татарстан. Фольклорный ансамбль «Шимзем Аржаш» ТГД Маркинского сельского клуба Маркинской ЦКС Республики Мариэл, руководитель Вениамин Николаев. Народный ансамбль песни и танца «Безлы» районного центра простора «Заря» Мариневской межпоселенческой цивилизованной клубной системы Республики Мариэл, руководитель Ирина Алексеева, концертмейстер Ирина Гизатуллин.
народный коллектив башкирской песни «Ляйсан» муниципального центра национальных культур Урал-Бакыр Белебеевского района Республики Башкортостан, руководитель Айнур Аубакиров, концертмейстер Валерий Гайнетдинов. Народный ансамбль «Радость» централизованной клубной системы Кстовского района Нижегородской области, руководитель Галина Никулина. Ансамбль русской песни «Чарочка» культурно-спортивного объединения Бадского муниципального района Нижегородской области. Руководитель Оксана Чернышова. Иргулдар Хаква Каванаварзен Хаква Юлдашсен. Добрый день, уважаемые друзья! Мы рады приветствовать вас всех, собравшихся в этом зале, и наших дорогих гостей. Здравствуйте! Для открытия 4-го межрегионального фестиваля национальных культур «Семицветик» разрешили пригласить на сцену временно исполняющего обязанности заместителя министра культуры по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики Павлова Кирилла Николаевича, а также председателя Ассамблеи народов Чувашии Куракова Льва Пантелеймоновича. Добрый день, дорогие участники, зрители нашего фестиваля. Я рад сегодня находиться на этой сцене среди людей, которые действительно любят свою культуру, свой народ. И очень вдвойне приятно, что сегодня у нас в зале сцена переполнена очень классными коллективами, а в зале у нас зрители от мала до велика. И, конечно же, в преддверии столетия образования Чувашской автономной области хочется еще раз подчеркнуть, еще раз сказать спасибо гостям, что приехали к нам, и ожидаем вас обязательно в 2020 году, когда мы будем праздновать свое столетие. Хочется от всей души пожелать нашим зрителям хорошего настроения, гостям нашим сказать еще раз большое спасибо за то, что приехали, приняли участие в нашем фестивале. В добрый путь, друзья! Дорогие друзья, я не имею права закрыть таких красивых людей своим выступлением микрофоном. Посмотрите на наших участников, участниц. Это красота России, красота нашего великого государства. Краше и лучше ни в одной стране мира я не видел. Это наше богатство, это наше могущество, это наша сила. На улице погода сегодня кажется как будто хмурая. Но когда заходишь в зал, видишь зрителей, аксакалов, я много видел ветеранов, участников наших разных мероприятий. Они создают величие, поднимают российское государство. Вы, ветераны, всегда в строю, всегда в бою, в труде. Я хотел бы сказать вам искренне большое спасибо. Вы сегодня пришли на это прекрасное мероприятие.
особо хочу обратиться, конечно же, к нашим гостям. Представители основы российского государства, России, русские люди, они представители Нижегородской области. Спасибо вам, что вы здесь сегодня. Спасибо, Чувашская республика граничит с вами. Вы нам даете силу, нам даете вдохновение. Смотря на вас, мы плохо работать и веселиться не можем. Спасибо вам. А посмотрите, какие представители приехали из Татарстана. Давайте им скажем Зур Рахмет за то, что вы приехали. Мы дружно с вами живем. Недавно провели большой праздник. Был ваш президент, наша глава Михаил Васильевич. Мы провели праздник дружбы татарского, чувашского народа в Татарстане. Мне было очень приятно, на каком высоком уровне, когда в одежде чувашской президент Татарстана и Чувашии обнимку рядом идут и нас поздравляют. Вот так надо жить, так надо дружить. Спасибо, что вы приехали. Я хотел бы особые слова благодарности сказать представителям Башкортостана. Они украшают нас сегодня. Я, будучи ректором университета, открывал у вас филиал в Башкирии, открывал кафедру чувашского языка специально для того, чтобы в Башкирии изучали чувашский язык, а чувашские представители башкирский язык. Они делают это или нет? Скажите, пожалуйста. Что-то слабо слышу. Плохо выполняют, приеду, заставлю, чтобы они так поступали всегда. Спасибо вам. Представители Марийской республики. Недавно мы с вами подписали договор о сотрудничестве с Марийской республикой. Я приезжал в вашу республику. Как вы принимали нас, представители ассамблеи. Это здорово, это очень сильно. Это в действительности усиливает наш дух, внутренний мир, нашу духовно-нравственную основу российского государства. Спасибо, что вы здесь. Я вижу здесь представителей Удмуртии. Я хотел бы особо сказать, являюсь представителем Ассамблеи народов России, заместителем председателя Ассамблеи, вашей прекрасной землячкой Смирновой. Мы председателем Ассамблеи, доктором политических наук, профессором дружим. Она прекрасная женщина, возглавляет всю команду России, где проживает в России, в нашей стране, более 200 народов и национальностей. Это какое богатство, какая сила. Вы сегодня приехали к нам. Большое спасибо. Я думаю, вы покажете свой талант, свое умение, и мы будем долго вспоминать нашу сегодняшнюю встречу. Давайте аплодируем. И, наконец, конечно же, никого не упустил. Наконец, Чувашская солнечная республика. Солнечная Чувашия, украшение России, это сердце России. Это здесь проживают представители 132 национальностей и народов. Они очень трудолюбивые, очень дружные. Мы живем в единстве. Мы показываем пример, как надо друг другу всегда уважать, ценить. Сильнее единства, дружбы нам никто не дарил. Это божественный дар. Мы это соблюдаем, и это здорово, и это очень красиво. Спасибо, дорогие. Вы не думайте, что Лев Пантелеймонович долго говорит. Надо всегда говорить о гостях больше, чем о самих себя.
тогда мы всегда на верном пути, тогда мы всегда будем в почете и уважении. Я просто хотел бы сейчас, молодой заместитель министра меня слушает, и он намотает на ус, как дальше в дальнейшем ему сильнее работать. Он молодец, вообще, откровенно говоря, вместе с министром культуры Константином Геннадьевичем. Сегодня они должны были быть здесь, но глава республики, они проводят другое мероприятие в республике, и, конечно же, они просили передать всем участникам «Семицвет» самые добрые пожелания, как советник главы республики, от главы республики примите, от министра культуры нашей республики. Любовь они посылают, свою любовь, искреннее уважение. Культура определяет развитие нации, культура определяет развитие российского государства. Другой силы, кроме культуры, духовности, нравственности, нет и быть не может. Вы именно большие созидатели укрепления нашего государства. Я перед вами преклоняюсь. Я вас люблю. Самые красивые министры. Подождите, заместитель. Разрешите, пожалуйста, я тут. Общее фото под ваши громкие аплодисменты. Красивыми женщинами. Таких женщин в мире больше нет, дорогие. Лев Пантелеймонович, Кирилл Николаевич, спасибо вам большое. Мы приглашаем занять ваши почетные места в зрительном зале. Спасибо вам большое. Ваши громкие аплодисменты еще раз нашим гостям. Хлеб всему голова. Хлеб – символ достатка и изобилия. А в народе говорят, если человек разделит с ближним хлеб, соль, они станут долго жить в мире и согласии. Дорогие примите в дар от хлебосольного Чувашского края наше национальное угощение – хуплук. Народов России. Но перед этим мы хотим сказать благополучия и процветания вашему краю! Дорогие друзья, уважаемые гости, сегодня не будет первых и последних. Согласно положению, все участники фестиваля будут награждены дипломами участников. Оргкомитетом также учреждены памятные призы. И мы, собственно, начинаем наш фестиваль под ваши громкие аплодисменты. На сцене ансамбль традиционных народных инструментов «Вильял» Ядринского района Чувашской республики, руководитель Алексей Иванов.
национальных культур «Семицветик» награждается ансамбль традиционных народных инструментов «Вирьял» Яковлевского района Чувашской Республики. Я предлагаю зрителям нашего праздника, всех участников нашего фестиваля одаривать громкими и смолкающими овациями. Следующие участники нашего фестиваля – народный фольклорный ансамбль «Валенке» Аликовского района Чувашской Республики. Руководитель Светлана Соколова.
Дипломом лауреата 4-го межрегионального фестиваля национальных культур «Семицветик» награждается народный фольклорный ансамбль «Валенки» Аниковского района Чувашской республики. Руководитель Светлана Соколова. Спасибо за ваше творчество. Аплодисменты! Удмуртия – таинственная и самобытная республика в центре России, словно остров, находящийся в объятиях двух великих рек. Прозрачные родники, бьющиеся тысячами из-под земли, обладают целебными свойствами и питают главную реку Каму. А места силы, имеющиеся в каждом районе, излечат не только тело, но и дух. Народный удмуртский фольклорный ансамбль «Бутьмар» города Можги Удмуртской республики. Руководитель Вера Васильева, концертмейстер Николай Кузьмин. Удмуртия,
возрождается народный удмуртский фольклорный ансамбль «Бутьмар» города Можги Удмуртской республики. Ну а на сцене сразу же появляются следующие участники нашего праздника. Это народный фольклорный ансамбль «Гербер» Новобиинского СДК Поволжского района Удмуртской республики. Руководитель Ольга Сурчакова, концертмейстер Василий Петров. Их нужно встретить бурными овациями. Yeah.
Ой,
Друзья, ваши аплодисменты еще раз громче, бурные овации участникам нашего фестиваля. Диплом лауреата 4-го межрегионального фестиваля национальных культур «Семицветик» награждается народный фольклорный ансамбль «Гербер» Новобиинского СДК Поволжского района Удмуртской республики. Ваши аплодисменты еще раз. Шум, брат! Так приветствуют гостей на мордовской земле. Вся Россия отразилась в портрете Мордовии, в которой уже на протяжении многих веков бок о бок живут и трудятся представители разных национальностей. И сейчас для вас выступит народный мордовский фольклорный ансамбль «Умарина» Тетюшского района Республики Татарстан. Руководитель Анжелика Корягина. Шей
Дипломом лауреата 4-го межрегионального фестиваля национальных культур «Семицветик» награждается народный мордовский фольклорный ансамбль «Марина» Тетюшского района Республики Татарстан. Ваши громкие аплодисменты! Спасибо большое вам. Но также сейчас хотелось бы наградить дипломами лауреатов 4-го межрегионального фестиваля национальной культуры «Семицветик» мастеров декоративно-прикладного искусства, которые приехали к нам из Республики Мордовия. Мы просим вас поаплодировать им как можно громче. Также это Цыганова Анна Ивановна и Кадырова Наталья Семеновна. Спасибо вам большое. А мы продолжаем. Татарская земля родная, традиции нам не счесть твоих. Другого мы не знаем края, где также почитали их. Звучит курай, лаская сердце красивых, любящих людей. Мы можем только здесь согреться, в объятиях Родины своей. Встречайте на сцене фольклорный инструментальный ансамбль «Ядаган» муниципальной бюджетной организации дополнительного образования Арская детская школа искусств Республики Татарстан. Встретим их очень теплыми, громкими аплодисментами.
көйләгән, аннары төннәр буе әпкәм хиткәен сөйләгән. О язык родной, певучий, родительская речь, что еще на свете знал я, что сумел я уберечь. Колыбель мою качая, тихо-тихо пела мать, подрастая, сказки бабушки я начал понимать. Раком полтора хизеплея удастым, кайынле күн мөхтәрәм, ырдашлар, кадерле дуслар. Сезнең башыгызда Татарстан, Җөмһүрият, Арча шәһәре, балалар сәнгать мәктәбе, укытучыларыннан торган, ятаган фольклор, музыка уен кораллары ансамбле. Җитәкчесе Татарстанның атказанган мәдәният хезмәткәре Альберт Гайнетдинов. Басайда мөгелсен, идәннәрен бөгелсен, басуында зур бәхетнең шаткалары күренсен. Такмаклар. Аялбек, еракта идек без, 70 чакрым җирне үттек без. Ак калфакның табылган чагы, туганнарның сагынган чагы. Татар халык җыры Ак калфак, башкара Артур Хафизов. Şakrım şirele ötek
туган илгә тудырган өчен безне. Иле барының теле була, онытмыйк телебезне. Татар халык җыры дисәнә башкара ятаган фольклор ансамбле. Дипломом лауреата 4-го межрегионального фестиваля национальных культур «Семицветик» награждается фольклорно-инструментальный ансамбль «Ятаган» муниципальной бюджетной организации дополнительного образования Арская детская школа искусств Республики Татарстан. По наши громкие аплодисменты! У каждого народа свой уникальный пласт народной мудрости, но особенно важно знать и уважать обычаи народа, живущего рядом. Наш фестиваль продолжают наши ближайшие соседи, гости из республики Марий-Эл, фольклорный ансамбль «Шумзем Аршаш», ТГД Маркинского сельского клуба Маркинской ЦКС Республики Марий-Эл, руководитель Вениамин Николаев. Встречайте. Jeszcze
Сейчас, почка наука. Почка остается наука. А я высока наша инженер.
Друзья, ваши аплодисменты еще раз громче. Мы награждаем дипломом лауреата 4-го межрегионального фестиваля национальных культур «Семицветик» фольклорный ансамбль «Шульзем Аршаш». Наши гости из республики Марьел. Мы продолжаем. Встречайте на нашей сцене народный ансамбль песни и танца «Резаный» районного центра досуга «Заря» Марьино-Рекской межпоселенческой централизованной клубной системы Республики Марьел, руководитель Регина Алексеева, концертмейстер Ильнар Гизатуллин. Встречаем!
Друзья, ваши аплодисменты в первую очередь. Ну а во-вторых, хотим наградить дипломом лауреата 4-го межрегионального фестиваля национальных культур «Семицветик» народный ансамбль песни и танца Рвезовых районного центра досуга «Заря» Марии Трекской межпоселенческой централизованной клубной системы Республики Марьел. Под ваши громкие аплодисменты. Большое спасибо за ваше творчество. Самое прекрасное на свете — Родина. У каждого человека есть свой маленький уголок. Деревня, улица, дом, где он родился — его малая Родина. Поэтому все народы, даже малые, стараются всеми силами сберечь свой язык и почитать свою культуру. Встречайте народный коллектив башкирской песни «Лейсан» муниципального центра национальных культур Урал-Батыр Белебеевского района Республики Башкортостан. Руководитель Айнур Аубакиров, концертмейстер Валерий Гайнетдинов.
Большой праздник. Для вас у нас небольшой подарок. Дипломом лауреата 4-го межрегионального фестиваля национальных культур «Семицветик» награждается народный коллектив башкирской песни «Лейсан». Наши гости из республики Башкортостан. Заслуживающих ваших аплодисментов. Спасибо вам большое. Нижний Новгород – один из старейших и красивейших городов России, который ведет свою историю и развитие с 13 века нашей эры. И несмотря на активное развитие областей и районов, Нижегородская область до сих пор сохраняет дух старины. На сцене народный ансамбль «Радость» централизованной клубной системы Кстовского района Нижегородской области. Руководитель Галина Никулина. Встречайте.
межрегионального фестиваля национальных культур «Семицветик» награждается народный ансамбль «Радость» централизованной клубной системы Кстовского района Нижегородской области. Ваши громкие аплодисменты! А на очереди следующие участники ансамбля русской песни «Чарочка» культурно-спортивного объединения Ватского муниципального района Нижегородской области, руководитель Оксана Чернышова. За рекою, за горою, белой
награждается ансамбль русской песни «Чарочка» культурно-спортивного объединения Васькова муниципального района Нижегородской области. Ваши аплодисменты! Наш фестиваль не только собрал лучшие области народного творчества на одной сцене, но и стал масштабной выставкой, настоящим светом лучших национальных мастеров, тех, кто хранит и приумножает традиции прекрасного, неся красоту непосредственно в быт россиян. На сцену приглашаем мастеров декоративно-прикладного искусства и народных художественных пропусков из российских регионов. Дипломом лауреата 4-го ежерегионального фестиваля национального культуры «Семицветик» награждается Сомова Светлана Витальевна, Нижегородская область. Парфенова Светлана Михайловна, Нижегородская область. Директор Ростовского центра народной культуры «Берегиня» Нижегородской области Альшевский Валентин Эдуардович. Федорова Алевтина Александровна, представительница Республики Марьел. Музурова Зинаида Моисеевна, Республика Марьел. Мухаметова Яскуль Ахмедгалиевна, Республика Башкортостан. Егорова Мария Тихоновна, Удмуртская республика. Болтаева Людмила Владимировна, Чувашская республика. Воронова Зинаида Ивановна, Чувашская республика. Игнатьева Зоя Ивановна, Чувашская республика. Степанова Надежда Ивановна, Чувашская республика. Нина Васильевна Наумова, Республика Чувашия. Васильева Лариса Михайловна, Чувашская республика. Ваши аплодисменты еще раз громче этим мастерам своего дела. Аплодисменты мы благодарим. Спасибо большое за ваше творчество, за ваше мастерство, за ваш опыт, за традиции, которые вы передаете из поколения в поколение. Громче! Знание наследия необходимо каждому народу. Наше прошлое – это фундамент стабильной жизни в настоящем и залог развития в будущем. И наша задача – донести все накопленные знания до подрастающего поколения. Развиваются и растут города и села, но великое наследие остается будущим поколениям, нашим детям. Вас приветствует народный ансамбль народного танца «Суварята», художественный руководитель, заслуженный работник культуры Российской Федерации и Чувашской Республики, лауреат премии Министерства культуры Российской Федерации «Душа России» Анатолий Музыкантов.
дипломом лауреата 4-го межрегионального фестиваля национальных культур «Семицветик» награждается народный ансамбль народного танца «Сумарята». Ваши аплодисменты громче сейчас. Огромное национальное богатство объединяется одним словом – фольклор. Народное творчество, в котором воплощается мировоззрение народа. Его мудрость, фольклор – это проявление души народа. Нельзя спутать чувашскую песню с грузинской, как нельзя спутать русские напевы с удмуртскими наигрышами, потому что каждый из них порождение всей жизни народа, его истории и быта. Мы не говорим фестивалю «Прощай», мы говорим «До